Мы начинаем обычно экскурсию вот с этого зала. Он называется Алексеевское народное училище. И в этом зале экспозиции рассказывают об открытии первой в западно-хангаласском улусе школы. Это случилось в 1874 году. И открылось, наверное, в числе первых народных училищ в нашем крае, в Якутии. Значит, вначале открылись народные училища в Батурусском, Амгинское народное училище, Барагонское, Намское. Кстати, Намское отмечает 150-летие скоро. И вслед за ними открылось первое в Улусе народное училище. Тогда оно называлось Западно-Хангаласское. Самым интересным фактом является то, что это было новое здание, новое совершенно, и построил его инородец Павлов II, выстроивший дом на свой счет. Кроме того, он еще обязался содержать пансионеров в течение 10 лет. Ну, это по-нашему интернатчиков как бы. Когда в момент открытия здесь со всего улуса нашего большого собрали 20 мальчиков. Но в то время положение было такое, что обучали только мальчиков. И собрать эти 20 человек было очень, довольно проблематично. Из каждого наслега обязали по одному мальчику собрать. И так собрали. И открылась эта школа 6 января 1874 года в 11 утра. В присутствии окружного исправника после молебствия с водоосвящением. В то время у нас главой улуса был Александр Гермогенов, и он обязался на нужды школы ежегодно выделять из собственных средств 300 рублей. А другой почетный блюститель Василий Афанасьев обязался вносить на нужды школы по 100 рублей в год. Это информация из журнала «Сибирский архив» 1912 года. И эту информацию дал инспектор народных училищ Якутской области Петр Остроумов. Очень интересная информация, но достоверная, конечно. И вот этой суммы, которую вносил глава нашего улуса Александр Гермогенов, 300 рублей, и Василий Афанасьев, но это было бюджет этого народного училища. Ну, туда включали оплату, зарплату, бы сказали сейчас, учителя, сторожа, дальше на отопление тоже печку, дрова, наверное, на керосин, на бумаге, конечно, на скудные эти бумаги. Вот, значит, они писали, вот тут написано, что школа может считаться образцовым Якутской области. Но я так думаю, что школа может считаться образцовым, написали, потому что она была совершенно новая. Тогда как в других местах, в других улусах школы были открыты в этих собственных домах состоятельных людей, например, там в Мегино-Кангаласах, скажем, да, или же, наверное, в других так местах, а это было совершенно новое строение. Вот. Далее, в 1872 году сын императора, великий князь Алексей Александрович, совершает кругосветное путешествие. По заданию императора он побывал в Америке, затем ему было велено в сторону Азии, там побывать
в Китае и так далее. И, значит, он пришвартовался во Владивостоке. И там сейчас есть причал, Светланинский причал по имени фрегата, на котором он плавал. Значит, в это время наш край, Якутская область, входила в состав Иркутской губернии. Далее путь великого князя лежал через Владивосток, Хабаровск, Иркутск. И туда, естественно, направили большую делегацию. И в их составе был Припузов. Да? Он был головой Покровской улусной волости. Ну, это ямшитские вот эти вот станции туда входили. Может быть, я думаю, и поэтому вдруг наши после этих событий, после этой большой встречи с членом семьи, значит, государя, наши родовичи, обычно так пишут, обратились с прошением к царю. Они обратились с просьбой именовать вновь открытую школу в Западно-Хангаласском улусе именем великого князя Алексея Александровича. Есть у нас копия этого письма. Далее, значит, кроме того, есть доклад министра внутренних дел России, которым он обратился к царю. Он пишет, что так это родовичи Западно-Хангаласского улуса обратились с прошением, и на что его императорское высочество, великий князь, соизволил согласиться, и если на то последует ваша, значит, воля. Ну, это разрешение было дано. Есть тут гриф, да? Величайше разрешено в 1878 году, 17 марта. Вот. И с 1878 года Западно-Хангаласское народное училище стало именоваться Алексеевское народное училище. Значит, еще вот именно потом начинается история вот этого здания, в котором мы сейчас находимся. Оно было построено в 1914 году, незадолго до революции. Да? История такова. Широких Алексей Дмитриевич, уроженец хахсыцкого наслега нашего улуса, он молодым, в возрасте 18 лет, приходит, значит, в эту первую школу учительствовать. Параллельно с ним в одно и то же время приезжает работать молодая гимназистка, даже не окончившая женскую гимназию, которая приезжает в школу, народное училище, с целью заменить старого отца, не устроив Василия Гавриловича, который был как раз-таки первым учителем нашего народного училища. И молодые люди после этого поженились, так он учительствует, затем его направляют, Алексея Дмитриевича направляют в управу Западно-Хангаласского улуса, которая находилась в Актемцах. Он там, значит, работает, но по должности он остается и даже избирается попечителем училища. И не разрывая связи с училищем, в 1911 году, как человек, который хорошо знает это состояние этого училища
и человек вообще неравнодушный, так, пишет письмо Крафту Ивану Ивановичу, губернатору Якутской области в то время. Это письмо, вот, титульный лист от инородца западно-хангаласского улуса Алексея Дмитриевича Широких. Так. Это письмо поражает, во-первых, содержанием 14 страниц рукописного текста, в котором он очень хорошо анализирует состояние образования в Улусе. Говорит, что сейчас, в данное время, в западно-хангаласском Улусе всего лишь 2 школы по линии Министерства просвещения. То есть, светские такие школы, да. Это Актемцах и 1 школа после нас открытая, Джура, местности Джура. А обучается в нем всего лишь, где-то около 40 учащихся мальчиков. Мы помним, что когда открывалась школа в 1914 году, туда же приняли 20, и проходит где-то около 50 лет, но количество обучающихся не увеличивается. Из-за отсутствия условий, отсутствия специального пансионата и так далее. Так медленно развивалась, система образования в то время. И далее он пишет: если дело будет продолжаться таким образом, то якуты, погрязшие в своей неграмотности, будут вынуждены к погибели. И ни о каком социально-экономическом развитии говорить не приходится. И ставит вопрос, во-первых, о строительстве школы, нового здания школы в Актемцах. Дальше о строительстве пансионатов по селам, поселениям, где проходит Ямшитский тракт. Так. Получив это письмо, Крафт Иван Иванович через некоторое время посещает это первое здание училища. Объезжая западные улусы, написано в этом документе, которое нам известно, он посещает и приходит к выводу, что здание школы тесно, грязно, нет условий. Вот у нас копия этого документа. Так, попечительство двухклассного Министерского западно-хангаласского училища, где имеется волшебный фонарь, порядочная библиотека и туманные картины. Пишет он, желает устраивать воскресное чтение для учащихся и сторонних посетителей. Это говорит о том, что все-таки она была более так развитая. Имеются какие-то технические средства. И дальше пишет, что пансион помещается в разных зданиях. Конечно, тут условий не было в этом здании, да. Дети где попало жили, в углах, где-то у сторожа и так далее. И поэтому он пишет: 5 ноября на предстоящем улусном сходе необходимо выяснить вопрос о строительстве школы или же о капитальном ремонте к существующему зданию можно сделать пристрой. Надо сказать, что наши сородичи на этом улусном сходе решили вопрос о строительстве нового здания. Кроме того, Широких еще подчеркивал, что нужны средства, выделить средства на строительство, потому что общество не может своими силами это построить. Однако сложилось таким образом, что денег не было выделено, и общественность решила
построить школу, новое здание собственными силами. Значит, сохранился документ, так вот, но это печатный вариант, в котором есть, значит, список жителей одного из южных наследников мальджагарских. И вот собрали от них по 3 рубля, самое большое, да, по рублю, по 50 копеек. Значит, вот было вложено на строительство нового здания школы. И эта школа была введена в строй в 1914 году и стоит до сих пор. Значит, более 100 лет. Ну, сейчас историки, краеведы приходят к выводу, что это здание построено по существующему в то время проекту типовому. В разных местах несколько где-то сужали, где-то уменьшали, да, что-то меняли, но однако же основа одна, был такой типовой проект, но из них хорошо сохранившимся зданием является именно вот здание этой школы. В народе его называют Старая школа. Так. Сейчас вот внутренняя высота вот этой классной комнаты составляет 3 метра 90 сантиметров. Ну, естественно, полагать, что ее высота была где-то 4 метра. Так. Ну, хорошо, довольно хорошо сохранилось. Имеется вот такие 3 большие печи голландки, да. Но старожилы говорят, что она вообще-то даже и не подверглась большому капитальному ремонту. Такая она и была. 3 печи довольно хорошо, значит, ну, обеспечивали тепло в этом здании. Вот, значит, далее мы знаем, что Алексей Дмитриевич, наверное, даже я могу полагать, что Крафт Иван Иванович не мог не обратить внимания на вот, будущего общественного деятеля Алексея Дмитриевича, даже согласно, вот, ну, почитать это письмо, содержание и так далее. И он в то время одним из первых был приглашен в Якутское управление, куда вообще-то ранее до этого, значит, работали одни русские. И он был одним из первых якутов, которые в этой канцелярии стали работать. Ну, далее он известен как заместитель яцик Платона Алексеевича Аюнского. Далее он был даже первым наркомом юстиции, как мне известно, главным судьей даже, вот в судебном этом работал. Потом, ну, и далее, конечно, идут тяжелые годы, вот, репрессий и так далее. Он был освобожден от работы, перешел в Госплан, ну и по причине тяжелой болезни он рано умер. Вот. Пришли во второй зал, вторая классная комната. Вот этот зал мы, значит, начинаем оборудовать под так называемый класс, в котором учился первый президент. Михаил Ефимович, ну, в 1945 году после войны пришел в первый класс. И, естественно, для него эта школа очень близка. И каждый раз, когда он посещает свое родное село, он обязательно заходил и заходит сюда.
Значит, они тогда жили в местности Аччигьялас, вот там в окно видно, да? И он оттуда приходил сюда. Тогда директором в то время, во времена учебы, был Савин Гаврил Федорович. Так. И немаловажно то, что они жили вот в той местности по соседству. В семье Гаврила Федоровича было 9 детей, ну, естественно, они там общались и хорошо знали эти семьи хорошо знали друг друга. Сохранились, значит, вот эти старые парты. В 1995 году Михаил Ефимович, значит, в ответ на обращение, заявление жителей своих, земляков, жителей села Чапаева, здесь строит школу, будучи первым президентом. В то время школа была начальная, даже 5 классов, а старшие классы были вынуждены ходить в любую погоду за 3 километра в село Актемцы. И вот они, значит, этот вопрос о строительстве поставили, и в 1995 году было построено новое здание школы. Вот она у вас, вот это здание школы было построено. Михаил Ефимович часто вспоминает моменты из школьной жизни, как они, вначале он ходил из Актемцев сюда, они приходили рано, к нему заходили его товарищи, которые шли пешком из Карапатцев, потом заходили к ним в дом, немного отогревались, Мария Михайловна им наливала горячего чайку, угощала сдобами. Вот есть у нас такие воспоминания трогательные, в которых эти уже убеленные сединами люди вспоминают и благодарят Марию Михайловну. Они говорят: «Амбастан сдоба дени беги бу Миша Николаев така воровала выпытен». Так, и они приходили, вспоминает Михаил Ефимович, приходили и помогали сторожу отапливать печи. И отогревались в открытую дверцу этой печки. Следующее такое интересное воспоминание, это было послевоенное время. Михаил Ефимович говорит, что однажды в школу пришел герой Советского Союза Чусовской Николай Николаевич. И он говорит, вся грудь была в орденах, он был в брюках с лампасами и белых, говорит, перчатках. Ну, естественно, фуражка с кокардой. И вот это вот воспоминание оставило неизгладимое впечатление вот на этих детей, сверстников Михаила Ефимовича. Есть такое же подобное воспоминание Иванова Харитона Гавриловича, историка, который работал в Актемской школе. Есть воспоминания одной девочки, которая пишет о том, что она подарила Чусовскому свою работу, вышивку, которую сделала она, вышила самостоятельно, а нарисована на нем была кошка. Вот такие трогательные воспоминания. Ну, естественно, в этом классе, в классе 50-х лет, это советский период, и в каждом классном классе висел портрет Ильича, и кроме этого еще призыв учиться и учиться. Оно у нас висело, но у нас в связи с съемкой фильмов, значит,
пока еще не вывесили. И вот в это время, в 1943 году, значит, для учащихся были такие правила для учащихся, которые были утверждены Совнаркомом РСФСР от 2 августа 1943 года из 20 пунктов. Так. Но они, в принципе, своем содержат те же правила, наверное, которые в основном содержат правила, которых придерживается и современная школа. Здороваться с учителями, вставать, когда заходит учитель. Если отвечаете, поднимайте руку, да? Так, вот, Гаврил Федорович, он позднее, долгие годы, после долгих лет директорствования, уйдя на заслуженный отдых, еще и работал в совхозном производстве. Они жили в Улахане, и в большом, вот это была большая бригада, он работал фуражиром. Фуражиром в совхозе работал. И когда ему исполнилось, наверное, 80 лет, он решил пригласить Михаила Ефимовича на свой юбилей. Отправил приглашение через главу Емельян Васильевич Андреев, и Михаил Ефимович приехал на этот большой праздник и вручил высокую награду, звание заслуженного работника народного хозяйства ЯССР. И я даже думаю вот так вот, у него 9 детей было, и все они имеют высшее образование, работают в различных отраслях народного хозяйства. Даже вот одно это говорит о том, что это заслуженный человек, заслуживает звания деятеля народного хозяйства нашей республики. Но кроме того, он проводил большую работу, которая действительно в то время была, каким-то передовым, наверное, опытом. Во-первых, это краеведческая работа была проведена. Мы и сейчас пользуемся работами детей того периода, результатом поисковой работы. Вот здесь вот, по дворе нашего нового здания Ахтемского лицея, есть вот это здание. А это здание, дом, оно было имело 2 двери. Здесь именно родился Михаил Ефимович 13 ноября 1937 года. Оказывается, здесь размещался акушерский пункт, родильное отделение, куда съезжались перед родами, привозили туда женщин, которым предстояло рожать, из Тюктюра, Карапацев, Улахана, Чапаева и, естественно. И вот так он по воспоминаниям старожилов приняла роды акушерка Евдокия. Как у нас в народе есть такое название, Сон Дуня. И фамилия ее Варламова. Вот мы небольшую такую поисковую работу провели. Здесь вот учителя, коллектив учителей 1952 года, но такой же состав, он сохранился на долгие годы. Вот. И Ирина Семеновна Винокурова, она была классным руководителем Михаила Ефимовича здесь, в школе, а затем еще и в Жиганской
средней школе, куда он поехал после окончания Ахтемской семилетки к брату. Поэтому он тоже, вот, ну, к столетию школы, к 120-летию школы Ирина Семеновна приезжала, и, ну, были такие очень теплые встречи ученика и учительницы. Вот коллектив учителей, которые обучили и воспитали первого президента республики. Самым интересным и дорогим экземпляром, раритетом, экспонатом-раритетом является вот это красное знамя, которое было присуждено коллективу ученической бригады Ахтемской семилетней школы в военные годы. Когда началась война, ну, правительство обращается ко всем школам, что дети могут помочь, значит, в победе, приблизить победу своим трудом, помогая своим родителям на полях, огородах и так далее, да. И у нас формируется ученическая бригада, ну, где-то человек 10-15, разные годы. И за 3 месяца они примерно заготавливали, ну, с небольшой разницей, где-то около 300 тонн сена. Это сейчас представить трудно, да, 300 тонн сена, ну, без никакой техники. Так, и вот в течение 3 лет школа в республике занимает 1-е место. И вот это вот решено было, вот это переходящее красное знамя Якутского областного комитета ВЛКСМ, Наркомпроса ЯССР и Наркомзема ЯССР оставить на вечное хранение. Вот, написано надпись внизу: школе победительницы в республиканском соревновании. И вручать его приехала сама Софья Сидорова. Прямо там было вручено, где они работали. Ну, пожилые люди, вот недавно умер, ну, 3 года тому назад, наверное, Лиханов Егорий Иванович, ветеран совхозного производства. Долгие годы он был шофером. И вот он считал, что это самая высокая награда его жизни. А это были дети 4-х, 5-х, ну вот 5-й, 7-й класс от силы. А школа была 7-леткой. Вот, значит, такая страница, яркая страница в жизни нашей Ахтемской 7-летней школы была в годы Великой Отечественной войны. Сохранилась еще почетная грамота Президиума Верховного Совета за подписью тоже Софьи Сидоровой, ученицы одной. Проводим поисковую работу, в результате которой в этом году 1 класс своими силами подготовил к выпуску и выпустил книгу, вот, посвященную вот этому красному знамени. Вот это, конечно, одна из наших бесценных реликвий нашего музея образования. В краеведческом отделе нашего музея. И мы открылись в 2016 году. В 2016 году. Всего 5 лет прошло. И буквально за короткое время мы, ну, как бы эти залы все оформили в основном, основные эти экспозиции. И тут 1 класс выступил с инициативой, что они хотели бы, ну, даже родители собрали какие-то экспонаты.
А они были вот именно краеведческого, поэтому мы такой оборудовали небольшой уголок и назвали его «Быт советской семьи того времени». Ну, естественно, тут посудоутварь того периода, да, вот, как мы его называли-то? Транзистор. Транзистор, ага. Есть. Кроме того, смотрите, вот эта вот этажерка, она принадлежит педагогической семье династии Шадриных. Шадрин Василий Юрьевич, он буквально 3 года тому назад привез, а принадлежала она его тете, тоже известной учительнице Шадриной Василисе Владимировне. Так. Вот, ну, естественно, техника такого периода стоит, телевизор, так, и бессменный Ленин, так, небольшие такие фигурки, да, телефон такого периода. Сейчас даже дети вот это вот спрашивают, что это такое, да, швейная машина, так, теперь сепаратор, вот это работа художника, нашего земляка Наума Засимова. Это подарок Актемских музея историко-краеведческого и школы, Актемской школы. Здесь виден, ну, в таком необычном ракурсе со стороны Аласа. Здесь это вот здание школы, в котором мы сейчас находимся, да, и смотрите, вот такой забор был из горизонтально сложенных жердей. Сополотен боларды, да. А потом я как-то искала раньше, почему церкви-то не видно. Потом только догадалась, что это же советское время. Естественно, там купола уже были убраны. И долгое время там был, в этом здании церкви был интернат. В нем и Михаил Ефимович тоже в этом интернате жил. После этого там размещался еще гараж из ПТУ. Действительно, просто чудом сохранилась эта церковь. И в 1995 году, после того, как мы вошли в новое здание, Михаил Ефимович выделил из собственных средств деньги епархии, и было восстановлено. Но сейчас работает, по церковным праздникам приезжает священнослужитель и проводит службу. Так, далее, эта часть. Ну, это музей называется «Музей образования Хангаласского улуса». Ну и вот по этой причине мы раскрываем историю развития образования нашего улуса. Это все эти стенды, они были привезены из улусного управления образования, и они вот раскрывают историю образования нашего улуса. Вот здесь вот также педагогические династии улуса, Шадрины, семьи Кардашевских, ну и так далее, Гермогеновых. Ну, кроме того, вот это вот такой, как бы сказать, в то время же фотографировали вот на таких на пленочных фотоаппаратах. Ага. И вот этот вот комплект, он принадлежал семье Томских, Семена Ивановича и Клары Николаевны. Когда Клара Николаевна закончила педучилище и начала работать учительницей, с первой зарплаты они купили вот все это оборудование и занимались фотографированием. Теперь их дети все обучались здесь, и учились в Москве,
сын Ваня у них кандидат химических наук, и сестра тоже защитила кандидатскую диссертацию. Вот, поэтому дети, ну, успешные, естественно. Вот. Ну и немножко вот мы славились, якуты славились кузнечеством. Да, кузнечное дело якутов. Вот здесь вот кузнечные меха, они принадлежали жителю села Чапаева, Лиханову. Кстати, это отец Лиханова Владимира Ивановича, тоже нашего земляка, который участвовал в разработке словаря, который нынче, словаря якутского языка, который в прошлом году презентовал Институт гуманитарных наук. Интересно то, что о мастерстве кузнецов писал Серошевский в своей известной книге «Якуты». Он пишет, что в 1891 году его возили за версту от Техтюра, Техтюрской станции. Ну, это вот местность Тогой, Актемского наследия. И он здесь вот пишет, что они живут кузнецы. Они делали вот эти вот кустарные эти мастера, работали, делали предметы, которых даже не успевали свозить на ярмарку в Якутск. Потому что приезжали заинтересованные покупатели и сами на месте покупали. Ну, естественно, руду привозили вот с ботом, видимо, да. Вот так вот у нас такой музей. Большое спасибо, Валентина Петровна. Очень интересный рассказ. Спасибо. Спасибо.